В Абхазии завершился этап регистрации кандидатов в президенты и вице-президенты. Досрочные выборы главы государства пройдут 15 февраля. Как прошел этот период и как проходит подготовка к выборам первого лица государства? Об этом пообщаемся с Дмитрием Маршаня, председателем ЦИК Абхазии. Здравствуйте, Дмитрий Зурабович. Добрый день. Спасибо за приглашение. Итак, 16 января завершился этап регистрации кандидатов в президенты. Были зарегистрированы как кандидаты в президенты Адгур Ардзинба, Роберт Аршба, Олег Барциц, Бадра Гунба и Адгур Хурхумал, так и вице-президенты. Как бы вы оценили этот регистрационный этап, который всегда непосредственно предшествует выборам? Дело в том, что изначально с 17 декабря по 6 января было выдвинуто 7 инициативными группами 7 кандидатов. Выдвинуто. И один кандидат был выдвинут от политической партии. Это политическая партия, Народная партия Абхазии, которая зарегистрировала, выдвинула на регистрацию Ардзинба Шамиля Умаровича. Но в последующем Шамиль Умарович, он дал самоотвод, поэтому мы регистрацию аннулировали. Что касается остальных инициативных групп, 2 инициативные группы также дали самоотвод. Кандидаты, они также с предвыборной гонки сняли свою кандидатуру добровольно. Вот. 5 инициативных групп, они все сдали документы, которые мы проверили. 4 мы сразу зарегистрировали кандидатов в президенты, и последнюю регистрацию завершили вчера. То есть сегодня у нас 5 кандидатов зарегистрированных на пост главы государства, которых вы перечислили. Вот. Это Ардзинба Адгур Амиранович, Гумба, Бадра Зурабович, Аршба Роберт Иванович, также Олег Мсасвипа Барциц и Хурхмал Адгур Вадимович. Вот. Что касается того, что... то есть прошло 2 этапа на самом деле, 2 этапа, да. Вчера последний день регистрационный был, и мы завершили 16 этот этап. числа, второй этап, это регистрация, да. Так, и как бы вы оцениваете, как все проходило? Был ли вообще для ЦИКа сложен этот этап? Дело в том, что мы проверяли подписные листы, их должно было быть подписи не менее 2000, не более 2500. Вот. Этот процесс проверки, он у нас был такой, насколько возможно было проверить, тщательно. Вот. Минимальные пороги все прошли, были незначительные нарушения по подписям, но мы установили, что действительных подписей было гораздо больше, чем испорченных. Вот. Поэтому по всем остальным аспектам они все критерии прошли. Вот. Поэтому мы можем сказать, что из 8 выдвинутых 5 оставшиеся, я думаю, что они покажут, на что они способны в течение 1 месяца до дня регистрации. Что касается организационных вопросов, то 35 округов сформированы. Это мы спросим, да. Давайте чуть попозже. Да. Сейчас то, что непосредственно касается людей, избирателей. Открепительные талоны. Вы объявляли о том, что на выборах президента Абхазии их не будет. Они не будут использоваться. Как может отдать человек, который хочет проголосовать, свой голос, если он, допустим, проживает в другом месте, а не там, где прописан? Дело в том, что открепительные талоны уже давно были отменены, более 10 лет назад, потому что когда люди начали злоупотреблять открепительными талонами, то есть они могли по месту прописки проголосовать и по месту, указанному в открепительном талоне. Вот. Поэтому, чтобы избежать двойного голосования, это было решение, я считаю, правильным, потому что люди, если будут голосовать по месту прописки, проконтролировать, тем более, что там в паспорте ставит, что тот или иной избиратель проголосовал на этом участке. Вот. А что касается
если у людей нет прописки или временная регистрация, тогда они имеют также право проголосовать. Обратившись к нам в Центральную избирательную комиссию, мы будем выдавать удостоверяющий документ о том, что он может проголосовать на том-то участке, указанном в его же заявлении, по месту, указанному в заявлении, по желанию. Вот. Но без удостоверения, если у него нет прописки, голосовать ему на участке не дадут. То есть он обращается к нам, мы даем ему право, и он голосует без проблем. А что где касается он за пределами Где он Абхазии, голосует именно? голосует в том участке, в котором он укажет в заявлении по своему желанию, если у него нет прописки. А если он, допустим, имеет прописку, но все-таки ему очень неудобно, допустим, где-то добираться, По этому он в любом вопросу, случае должен добираться или как? По этому случаю были раньше открепительные талоны, но были злоупотребления, поэтому они отменены. То есть, если он не поедет, он не проголосует? Нет, ему надо будет по месту прописки добраться и проголосовать. Да. Или же, если человек болен, он обращается в округ, в котором он проживает, и ему выездная комиссия может предоставить ему урну для того, чтобы он на дому проголосовал. То есть есть такая тоже возможность. Ну, что касается участков, которые будут работать в России, ЦИК уведомил о том, что будет в Кабардино-Балкарии, нет, в Карачаево-Черкесии, насколько я помню, и в Москве. Только 2 избирательных участка. Дело в том, что с момента признания Российской Федерации в качестве независимого суверенного государства Республику Абхазия традиционно проводили выборы на территории России в столице, в Москве, и на Северном Кавказе это был избран город Черкесск, где абазины и все остальные наши братья проживают для того, чтобы у них была точка доступа на Северном Кавказе. Вот. Других участков на практике не было. И то мы эти участки утверждаем по закону. Мы не имеем права сами утверждать. По представлению посла он ходатайствует об открытии этих участков, и мы потом утверждаем. И по тому ходатайству, что к нам поступило, это были 2 локации, 2 города, Москва и Черкесск. Мы их единогласно утвердили. То есть как и было, осталось? Да, как и было, так и осталось. Никаких ограничений не было. Какие-то разговоры были о Кабардино-Балкарии? Открыть там участок, чтобы было бы целесообразно. Это они обращались в посольство России, в компетентный орган, который дает добро. Но дело в том, что у МИДа России есть свои процедуры, которые посольство должно соблюдать. То есть они их в известность ставят, то есть согласование идет. Вот. И перед Новым годом посольство Абхазии согласовало с МИДом России о том, что открываться будет традиционно, где были участки, там и будут. И, то есть они поздно захотели Я думаю, что да? там по времени они согласовать это все не успели, потому что это нужно все-таки заблаговременно в МИД обращаться. Вот. Но еще хотел бы отметить по поводу, чтобы закрыть тему по зарубежным участкам. Также к нам обращение было полномочного представителя Абхазии в Турции, вот, для того, чтобы открыть там участок. Вот. Он в своем заявлении указал, если есть такая возможность, но в то же время согласие государства пребывания должно давать согласие на то, чтобы вот там в законном русле выборы провести. Такого согласия от Турецкой Республики быть не может, потому что мы для них непризнанная республика. Но такая практика уже один раз была 10 лет назад. В 2019 и 2020 году предыдущий состав комиссии им не удалось это утвердить, согласовать. Но мы попытались на этот раз утвердить комиссию по обращению того же представителя. Даже без гарантии, что пройдет все нормально, потому что гарантий быть не может. Ну, понятно, но была практика 10 лет назад, когда выборы впервые проводили там, полиция закрыла участок. Вот. На эту полицию абхазская диаспора подала в суд. И Стамбульский суд вынес решение, что проведение выборов в непризнанной республике на территории Турции не является преступлением. И если оно не преступление, тогда почему бы и не попробовать провести выборы вновь.
Единственная оговорка была в Центральной комиссии, что если вдруг будут препятствовать закрытию участка, тогда мы этот участок аннулируем, чтобы данный участок, чтобы он не сорвал выборы по всей республике. Поэтому я думаю, что то волевое решение, которое ЦИК вчера принял, оно правильное, потому что было представление полномочного представителя, без гарантии, но если мы будем ждать гарантии, тогда это может еще долго придется ограничиваться тем, что будем проводить выборы только в тех странах, где нас признали. Так как в Турции проживает многочисленная абхазская диаспора, мы приняли решение, что им надо дать возможность хотя бы в одной локации принять участие. То есть это... За собой право оставляем аннулировать, если вдруг будут какие-то нарушения. То есть это не совсем такая легкая была процедура? Да, там есть свои трудности, но мы пошли на это. А подать иск, как в тот раз, в случае чего? Если будут нарушения, тогда мы, уже абхазская диаспора, они имеют полномочия там, потому что Центральная комиссия для Турецкой Республики, она не действующий орган. Ясно. Ну, что касается нюансов проведения голосования в России, да, в Черкесске и в Москве, там есть какие-то тонкости? То есть, если у нас, я знаю, что граждане Абхазии проживают и в Кабардино-Балкарии, и в других республиках, в Адыгее, то есть они все должны... Никаких ограничений нет, они туда все должны могут приехать да. И с прописками, и без прописки за пределами Абхазии могут без никаких уведомлений приехать и проголосовать по месту пребывания граждан Абхазии. Должна проходить сейчас, я думаю, очень активно, потому что выборы наши внеочередные, очень активная подготовка к последующим этапам. Что сейчас предстоит? Вот какой этап, насколько я понимаю, это будет уже... предоставление списков избирателей. Да? Поговорим о списках. Что поменяется в этот раз? Все ли, как они обновляются, во-первых, эти списки? Это кропотливый процесс, как контролируют, кто умер, кто, наоборот, переехал и так далее, и так далее. Понятно, очень трудоемкий процесс. Как он проходит? На территории Республики Абхазия списки формируются, и в основной список избирателей примерное количество, это около 135 тысяч наших граждан совершеннолетних, которые имеют право голосовать. За 10 дней до дня голосования, то есть к 5 февраля, уже окончательные списки ЦИК предоставит окружным участковым комиссиям для того, чтобы они это все развесили в своих участках, и чтобы граждане могли ознакомиться и найти себя в списках. Вот. Что касается того, каким образом формируется, мы каждый квартал обращаемся в МВД для того, чтобы нам предоставляли список тех, кто вновь приобрел паспорт, или же кто стал совершеннолетним, потому что это ежедневный процесс, который не прерывается никогда, и поэтому по данным МВД мы обновляем эти списки. Вот, кто становится гражданином или же совершеннолетним. Вот. Что касается умерших граждан Абхазии, мы обращаемся в Министерство юстиции, они в свои подразделения органов ЗАГСа, где в списке, кто оформляет свидетельство о смерти, они в органах ЗАГСа и в этих подразделениях. Минюст нам предоставляет этот список, и мы вычеркиваем из общего списка те люди, которые скончались. Вот. Но те люди, родственники которых скончались граждане, если они свидетельство о смерти не оформили, они так и в списках остаются. Вот это вот проблема есть, потому что если они соответствующий документ не подали в Минюст, соответственно, и мы не в курсе того, что человек скончался. Поэтому просьба ко всем оформлять эти документы, чтобы мы понимали, кого вычеркивать, кого оставлять. Вот. Ну, если говорить какие-то общее количество избирателей, примерно, сейчас понятно, предварительные какие-то цифры есть?
Я же вам сказал, что 135 тысяч я имею в виду, вот сколько... на территории Абхазии, на территории около 135 тысяч. Да, имела если разбивать по округам, мы сейчас поговорим как раз об округах. Во-первых, какое их количество территориально, меняется ли округа, и сколько в среднем в округе избирателей? Или там совершенно разные цифры? Они от плотности населения зависят, тот или иной округ. Один округ может быть около, скажем, 4-5 тысяч, другой округ менее населенный, это в основном это Чемчирская сторона Абхазии, там, там округ может достигать 2,5-3 тысячи человек. Камгагарский район 4-500-5 тысяч человек. Вот. Всего округов у нас 35, в 135 округах 152 участка. Вот. И у каждого участка есть свои списки, и они уже... Эти списки формируются по прописке. Вот. Понятно, понятно. А поменялись ли границы округов? Нет. Те границы, которые были утверждены к выборам в Народное собрание парламента Республики Абхазия, эти же границы округов и участков, они сохраняются на президентских выборах в том числе. Ну, что касается непосредственно участков на этих округах, вы уже упомянули о плотности населения, видимо, это от этого тоже зависит, но интересно было бы узнать, какая картина на том или... Может быть, есть специфичные округа, да, и сколько там избирательных участков, и вообще уже идет ли какая-то работа по подготовке каких-то или там намечаются ли какие-то там здания и так далее для вот этой процедуры голосования? В основном участки у нас расположены в учреждениях школ, вот, в культурных клубах, государственные в основном. Если нет, допустим, точки опоры в виде учреждения, тогда мы находим возможность другие объекты привлекать к этому, в виде аренды там и так далее. Но это единичные случаи, но в основном в той или иной локации это в основном школы. Вот. Что касается состава комиссии, тогда они были тоже утверждены 3 года назад на 5 лет. Вот. И если кто-то изъявляет добровольно... Да, на парламентских утверждают, и они проводят президентские в том числе. Если кто-то изъявляет желание выйти добровольно, тогда мы вместо них включаем других участников комиссии. То есть комиссия уже сформирована? Да, около 1500 участковых комиссий с окружными по всей Абхазии, они сформированы. Да, утверждены. Но что касается избирательных участков, там же нужна работа какая-то предварительная, там кабинки построить, урны поставить, или пока это слишком рано говорить, потому что там, это наверное, функционируют эти помещения. За 2 недели до дня голосования, сейчас месяц впереди, за 2 недели до дня голосования мы их будем по мере своих возможностей обеспечивать всем необходимым. То, что вы перечислили, урнами мы их обеспечиваем, а кабинки они сами изготавливают, на это будут выделяться те минимальные средства, которые там, это непосредственно этим занимаются председатели округов и участков. И местные органы власти им содействуют в этом, чтобы это все осуществить. И хотелось бы отметить, чтобы наши избиратели знали, что и участковые, и окружные комиссии, они практически, между выборами у них тоже есть работа над населением, чтобы в порядок приводить количество избирателей, со списками там, они бесплатно фактически это все делают, на них лежит общественная нагрузка, Единственное, что символическая оплата государства, это в размере 3000 рублей за один тур, и это то вознаграждение, которое платит государство. А так, хотелось бы отметить, что у них на самом деле большая ответственность, и практически можно сказать, что оплата только символическая. Поэтому и к избирателям хотелось бы обратить внимание, чтобы они всеми возможными
мерами содействовали, помогали участковым комиссиям в наведении порядка на своих участках. Ну, от граждан, наверное, зависит то, вот как вы сказали, вовремя обратиться в ЗАГС в случае каких-то изменений и так далее, чтобы все это было зарегистрировано. Но, кстати, вот говоря о списках, всегда, ну, есть мнение, выражается опасение, что там какие-то лишние люди могут быть, или наоборот, кто-то не включен и так далее, и так далее. Вот насчет этого процесса вы спокойны? Ну, лишние люди могут быть только те, которые скончались, и документы которых не представили ни в Минюст, ни к нам. Поэтому они в свое время числились, но если у нас нет уведомительных документов, что человек скончался, мы его вычеркнуть не можем. Мы просто не знаем, жив он или нет. Поэтому те паспорта, которые нам в базу данных скидывают, по этим данным мы формируем списки. А так, по всем направлениям мы, более того, попытались полевыми методами поработать над этими списками. То есть обратились в свое время, еще осенью прошлого года, к главам администрации городов и районов, чтобы они непосредственно у себя уже в районе там передали эти списки предварительные главам сел, поселков, и в ручном режиме, если у них есть факт того, что в их селе или в поселке человек скончался, чтобы они в ручном режиме их вычеркнули. Вычеркнули, да. И мы, соответственно, потом уже дорабатываем наши списки. Такой метод мы тоже используем для того, чтобы уже полевыми такими мерами, исследованиями как-то упорядочить список наших избирателей. Ну и кому 18 лет исполнилось, тоже вопрос, да? Ну, кому 18 лет, это легче. Потому что эту базу данных нам МВД скидывает, и мы уже на год рождения смотрим и, соответственно, вносим их в список. А что касается этих выборов, то при голосовании будет ставиться штамп в паспорт? Да, конечно, это обязательная мера, потому что это дополнительная защита и гарантия того, что человек в другом месте не проголосует. Ну и бюллетени, то, что без чего невозможны выборы, уже в печати, готовы они, как и чего с этим вопросом? В основном бюллетени печататься начинают за 10 дней до дня голосования, этого времени достаточно. Мы уже все необходимое заказали. Вот. То есть сам ризограф, который печатает бюллетени, он у нас в собственности есть. Мы его заказали еще на парламентские выборы. Поэтому там сбоев в этом плане, да, они будут в Абхазии, в Центре избиркоме печататься. Вот. И за день до дня голосования мы будем в запечатанном виде передавать председателям округов, а они уже председателям участков. И в день голосования, за 2 часа до начала голосования, то есть с 6 утра, начинается подсчет этих бюллетеней в присутствии всех наблюдателей, доверенных лиц от кандидатов. Вот. Более того, наблюдатели имеют право от кандидатов. Бюллетень подписывает, каждый бюллетень подписывает 2 члена участковой комиссии. И от всех наблюдателей, кандидатов, наблюдатели тоже имеют право пустой бюллетень с печатью подписывать до того, как начнется голосование. То есть имеют право подписать на обратной стороне, чтобы этот бюллетень был в их руках и с подписью. И только потом он выдается после начала голосования избирателям. Вот. Это не их обязанность, но их право. Они имеют право подписать данный бюллетень, чтобы то количество, которое до начала голосования, чтобы оно совпадало с тем количеством, которое окажутся в урне. Понятно. Что касается второго тура голосования, что говорит наше законодательство на этот счет? В какие сроки оно должно проходить, и что там поменяется в итоге? Там, по-моему, нету против всех, да? Не будет против всех. Дело в том, что те правила, которые были, последние президентские выборы проводились в 2020 и в 2019 году. Вот те правила, которые были, те правила и остались. Те предложения, которые мы делали в парламент, там
они в первом чтении только были приняты, в окончательном они не успели. Понятно. Вот. И были назначены досрочные выборы. Как было, так и останется. Если вдруг по результатам первого тура победитель не будет обозначен, ввиду того, что не будет абсолютного большинства, тогда через 2 недели мы проводим повторное голосование, то есть второй тур. Вот. И графа против всех и в первом, и во втором туре тоже есть. Вот. Что касается этой графы, то кандидату, который будет выходить на первое место, он должен будет выиграть и своего соперника, и графу против всех в том числе. Потому что то решение, которое было принято судом Верховным высшей инстанции 2020 года, его никто не отменял и никто не обжаловал. Вот. Этим решением результаты итогов выборов 2019 года, которые огласил ЦИК, они были аннулированы. Решение ЦИК было аннулировано. Поэтому, чтобы избежать вот этих вот толкований разных, мы обращались в свое время, более года назад, в парламент, чтобы там не было никаких разночтений и споров, чтобы мы не ссылались на решение суда, а ссылались на четкие правила, прописанные в законе. Понятно. И насчет наблюдателей. Хотелось бы узнать, есть ли уже какие-то, не знаю, намерения, кто будет кандидатом, наблюдателем, кого будете приглашать, или, может быть, уже разослано. Вы про международных говорите, да? Да. Мы к своим коллегам обратились в разные страны по линии Центра избиркома. Вот. Ближе к 1 числу, 1 февраля, мы должны получить ответы, что их явка будет обеспечена, мы их аккредитуем, вот, и уже точное количество мы вам сообщим за 10 дней до дня голосования. Также это наши наблюдатели. То есть они уже оповещены? А мы их уже пригласили, вот, они уже все поставлены в известность, у них есть приглашение. Вот. А также парламент тоже пригласил своих коллег для наблюдения. Мы также наших гостей в качестве международных наблюдателей аккредитуем. Заявку подали к нам для того, чтобы приехали представители из Общественной палаты Российской Федерации. Вот. Мы тоже с ними тесно сотрудничаем. Вот. Также могут приехать и правозащитники, депутаты тех или иных стран, которые они могут парламент представлять той страны, которая нас не признал, но депутат — это свободный гражданин, он может пребывать, если он сам лично признает нашу республику, также может быть приглашен. Представители ЦИК России. Да, мы по линии Центра избиркома представителей ЦИК во главе с председателем Эллой Александровной Памфиловой пригласили, а также Приднестровско-Молдавскую республику пригласили. Там, кстати, у них очень интересное законодательство, у них хороший опыт в этом направлении. А вот наших коллег во главе с председателем... Южная Осетия, само собой. Южная Осетия, да, это понятно. Также мы планировали пригласить из Сирийской Арабской Республики, но там сейчас ситуация неспокойна, поэтому мы как бы в этом процессе приглашения приостановили. При Башаре Асаде у нас были наблюдатели из этой страны. Ну и немножко о безопасности. Сегодня, не сегодня, какое сегодня число, 17 января исполняющий обязанности генпрокурора призвал своих сотрудников, прокуратуру, специфические отделы прокуратуры на то, чтобы они бросили все усилия для проведения выборов в законном русле, без волнений и так далее, так далее. Вот вы наверняка тоже работаете и с МВД, и с другими структурами. Ну, по крайней мере, держите связь, да, по этому все поводу. Органы государственной власти, они должны содействовать Центральной избирательной комиссии для того, чтобы мы обеспечили равный доступ всем кандидатам в избирательном процессе. И также обеспечить наших избирателей для того, чтобы они свое волеизъявление выразили в
спокойной, демократичной и стабильной обстановке. Со стороны правоохранительных органов идет взаимодействие в этом отношении. Я думаю, что они со своими обязанностями справятся. По крайней мере, все, что могут, они делают. Спасибо вам большое за такое подробное интервью. Если будут еще вопросы, мы вам зададим обязательно позже. Я напомню, что мы говорили с председателем ЦИК Абхазии Дмитрием Маршаня. Говорили мы о том, как он оценивает прошедшие этапы подготовки к выборам и другие нюансы касательно голосования, которое предстоит 15 февраля по выборам президента Абхазии. Спасибо вам большое. Спасибо вам за внимание.